Скажите, пожалуйста, Бранко, давайте мы чуть-чуть более конкретно поговорим про вашу экономическую программу, потому что цели и общее видение вы обозначили. Но могли бы вы примерно рассказать поэтапно, то есть, условно говоря, из нынешнего положения, в котором находится Сербия, как шаг за шагом можно выходить на тот уровень, на Да, те дали цели, которые вы можете поставили? по корацima, Как это? znači korak za korakom da kažete vašu ekonomsku ideju, kako da se razvije ekonomija u Srbiji? Naravno. Da bi se razvila ekonomija mora prvo novi politički sistem. Što bi улучшили економику в Сербии, нужна нова политическа система, je to prvo. Da bi došli do novog političkog sistema moramo da razorimo postojeći fašistički sistem. Što bi prešli na новую политическую систему, надо уничтожить сейчас нынешнюю фашистскую систему политическую. Znači imamo dve strategije. У нас две стратегии. Prva strategija je da se Prva sruši taj totalitarni fašistički sistem u Srbiji. Да, первая стратегия уничтожить тот тоталитарный фашистскую систему. I drugi, kakav politički i ekonomski sistem gradimo. И вторая стратегия, какую систему политическую, экономическую мы строим дальше. O ovoj drugoj niko ništa ne priča izuzev pokreta MOBA. Об этой второй системе никто в Сербии больше не говорит, кроме движения МОБА. U prvoj ovoj trenutno najjača politička snaga su studenti. В этой первой системе самая большая политическая сила сейчас в этом моменте это студенты. I mi, pokret MOBA, ih podržavamo. И мы, движение МОБА, их поддерживаем. Ali ne pravimo od njih svete krave. Но мы из этих студентов не делаем святителей. Smatramo da su od Vidovdana na ovamo napravili ogromne strateške greške. Мы считаем, что студенты с 28 июня, с большого праздника сербского, сделали до сих пор сделали много каких огромных ошибок. Ali to nije vaše pitanje, pa ću ostaviti za drugi put. Но это не ваш вопрос, поэтому я то сейчас оставляю в сторону. Znači, kakav politički sistem gradimo? Какую систему политическую мы строим? Znači, mi smo predložili direktnu demokratiju i meritokratiju. Мы предложили прямую демократию и меритократию. Jer je predstavnička demokratija prevara. Потому что это представительская демократия абсолютно воровство. Imamo kompletno kako to treba da izgleda sa novim tehnologijama. У нас все есть, новая уже программа, и где используются новые технологии. U tom političkom sistemu nema više profesionalnih političara. В этой новой системе больше не существует профессиональной политики. Nema parlamenta. Не существует парламент. Nema poslanika. Не существует вообще в парламенте посланники разные политики. Znači, ali za taj period treba 5 godina da bi se došlo do, znači sa sadašnjeg, da bi se potrebno je vreme da se pređe na takav sistem. Но чтобы мы перешли на эту новую систему, нужно 5 лет. Uzmemo sad da je to nastalo sve. Давайте посмотрим, как, например, мы уже построили эту систему. Da bi odgovorio na poteze ekonomske. Чтобы я мог ответить на дальший шаг экономический. Znači, kada bude srušen ovaj diktator, Когда уничтожим этого диктатора, tek tada će Srbi shvatiti da только su bili, тогда сербы могут понять, da su bili na Titaniku koji tone. что они находились на Титанике, который уже тонет. Ja sam pre 25 godina napisao dramu Titanik. Я 25 лет назад написал драму «Титаник». 20. vek počeo je Titanikom. 20 век начался «Титаником». I imali smo fašizam i nacizam. И у нас тогда был фашизм и нацизм. A 21. vek je počeo rušenjem onih trgovačkog centra u Njujorku.
21 vek начался так, что террористы уничтожили эти башни в Нью-Йорке. I to je metafora urušavanja američkog korporativnog fašizma. И это метафора уничтожения этого американского корпорационного фашизма. Dakle, ukoliko mi budemo vodili vladu Republike Srbije u ekonomskom delu, Да, если у нас, мы будем вести экономику в новом правительстве в Сербии, uradit će se operativne hiruški zahvati sledeći. мы сделаем операцию на следующем. Prvo, da se u roku od 5 dana napravi presek finansijskog stanja Srbije. Первое, что надо сделать, это значит, за 5 дней, срок 5 дней, сделать абсолютно, что все сделано по финансам в Сербии. Tada će narod shvatiti da smo bankrotirali. И тогда народ может понять, что мы в банкротстве. Druga tačka, odmah se proglašava bankrot. Второй пункт, мы сразу провозглашаем банкротство в Сербии. I obaveštavamo sve poverioce i sve države sveta da je Srbija bankrotirala. И тогда мы должны повестить всех этих и компаний, и государств в мире, что Сербия в банкротстве. Da ćemo preispitati sve dugove. Что мы посмотрим все долги Сербии. I da ćemo one dugove koje su dati diktatoru i novac opran izašao iz zemlje, da će to morati oni da vraćaju ukoliko žele svoj novac nazad. И мы тогда, значит, скажем, что эти деньги, которые через Вучича ушли где-то за границу, что все они должны назад, возврат всех этих денег, если все эти государства должны принять новую нашу систему, и что мы потом должны из этих долгов возвращать, из этих денег возвращать долги. Treće, doneće se odmah 2 zakona. Zakon o lustraciji, zabrane bavljanja politikom svih od 1990. do 2025. koji su učestvovali u politici. Третий пункт, тут первое, что тут надо сделать, это принять закон о люстрации, то есть запрет всем, кто занимался политикой с 1990 года до 2025 года, больше никогда не заниматься политикой. I u okviru te tačke zakon o konfiskaciji, o poreklu imovine i konfiskaciji imovine političara, tajkuna i kriminalaca. И в этом пункте тоже закон, который, значит, будем посмотреть всех буквально с 1990 года, как они стали богатыми, и, конечно, заниматься конфискацией всех, то, если они нелегальным путем стали богатыми. Cilj je od onih 760 milijardi da vidimo koliko može da se vrati u Srbiju i može da se primjeni kineski model kako su oni to uradili. To jedino iz Kine prihvatamo. Цель, что из этих 760 миллиардов сделать возврат в Сербию и применить, конечно, этот китайский модель. Četvrta tačka, proteruju se iz svih državnih institucija stranci. Четвертый пункт, из всех государственных служб надо выкинуть всех иностранных граждан. Oni mogu da ostanu kao obični građani, kao turisti u Srbiji, ali ne mogu više da radi u državnim institucijama. Они могут остаться в Сербии как туристы, но не работать в государственных учреждениях. Pravi se vlada narodnog spasa koja ima samo 9 ministarstava. Надо создать такое правительство с 9 министерств. Правительство спасательное правительство. I, znači, predsjednik vlade i 9 ministarstava. Значит, премьер-министр и еще 9 министерств. Guverner, centralna banka, Narodna banka postaje centralna banka i više odgovara samo vladi i skupštini, vladi odgovara, ne odgovara više MMF u Svetskoj banci. Народная банка Сербии, она должна стать центральной банкой, и она не должна больше отвечать перед ММФ, Международной монетарной фундацией, а только сербскому правительству и сербским премьер-министру.
Jer nezavisnost centralne banke to je laž MMF-a. Потому что сейчас независимость Центрального банка это вообще ложь, которую говорит ММФ. Obaveštavamo Brisel zvanično da nismo više zainteresovani da budemo u Evropskoj uniji i ne želimo više nikakve njihove komesare da dolaze u Srbiju. Тогда мы должны оповестить Брюссель, что мы больше не собираемся, у нас нету больше идей членства в Евросоюз, и что еврокомиссар из Брюсселя нам больше не нужны. Obaveštavamo sve evropske države da želimo direktan kontakt sa njihovim vladama kao suverenim državama da sarađujemo. Тогда обращаемся к всем европейским странам, что мы готовы сотрудничать со всем правительством, но только с правительством, не с Евросоюзом. Podnosimo zahtev BRICS-u za prvo organizujemo referendum, prvo oslobađamo sve medije. Svi mediji su odmah oslobođeni. Да, сначала надо освободить все СМИ, буквально все телевизии, газеты, все СМИ буквально освободить. Потом надо организовать референдум, что народ хочет. И если народ хочет, конечно, тогда попробовать попасть в БРИКС. Dovoljno je 90 dana da se rasprave o tome da li narod želi u Evropsku uniju ili u BRICS. Достаточно 90 дней решать этот вопрос, что народ хочет. Хочет Евросоюз или хочет БРИКС. Srpski narod, kada se budu otvorili medije, je pametan i on će tačno da se opredeli. Сербский народ, откроются СМИ, все СМИ, сербский народ умный, и он очень быстро порешает, что он хочет. Хочет Евросоюз или БРИКС. Jer nema više manipulacije i laži. Потому что больше не будет ни манипуляций, ни лжи. Dalje, pravi se odmah Razvojna banka Srbije. Дальше надо построить развивательный банк Сербии. 51% je vlasnik država, 51% будет в руках государства, a 49% građani Srbije i naši ljudi iz rasejanja. а 49% в руках наших граждан и в самой Сербии и за границу наших граждан. Pravi se nova agrobanka Надо za poljoprivredu. Да, надо построить новый агробанк за агрикультуру I nova investiciona banka. и новый инвестиционный банк. Svi depoziti države prelaze u te banke. Все депозиты государства, они должны перейти в эти банки, новые банки. Na taj način sve sadašnje strane banke će ostati bez depozita. Это значит, что сейчас все эти иностранные банки, которые сейчас в Сербии, они будут без депозита. I bankrotirat će. И идут в банкротство. Jer oni nisu doneli nikakve pare u Srbiju. Потому что эти иностранные банки, они не принесли никакие новые деньги в Сербию. Oni samo izvlače novac iz Srbije. Они просто деньги из Сербии отправляют за границу. Svake godine po 1,5 milijardu. Каждый год иностранные банки сейчас из Сербии отправляют за границу 1 миллиарду 500 миллионов евро. Država zabranjuje finansiranje stranih kompanija u Srbiji. Государство должно принять закон, которым запрещается финансирование иностранных компаний в Сербии. Zabranjuje se dalje zaduživanje Srbije. Запрещается дальше брать долг, то есть за границу. Svim poveriocima se kaže da će se realni krediti vratiti, ali tražimo period odlaganja realan da se postavi. Да, значит, надо всем сказать, что мы должны, конечно, мы принимаем это решение возвращать все эти долги, но надо реально посмотреть, значит, с какой отмене, например, на некоторый период. Структуру долга, я понимаю. Что? Структуру долга, да? То есть... Да. Tražimo
tražimo od Kremlja da nam vrate NIS. Тогда надо и с московским Кремлем поговорить, чтобы они нам предали НИС. Zato što je NIS kapitalno važan za Srbiju. Потому что НИС как компания капитально очень важный, самый важный за Сербию. A ona predstavlja u proizvodnji nafte u Rusiji 0,5%. НИС в самой России представляет 0,5% в самой России, но для нас очень самый важный. Znači, ona je na nivou proizvodnje nafte u Rusiji statistička greška, a za nas je mnogo važna. В России она на уровне ошибки, буквально статистической ошибки 0,5%, но для нас, для Сербии, она самая важная. 51% NIS-a postaje državno, 51% НИСа должен быть в руках правительства Сербии, a 49% građana Srbije. а 49% тогда в руках српского народа. Isto tako EPS. Тоже и электроэнергетика в Сербии. 51% država, 49% građani Srbije. 51% в руках правительства, государства, а 49% в руках српского народа. Građani Srbije drže u bankama 16 milijardi evra. Граждане Сербии сейчас в этом моменте в банках держат 16 миллиардов евро. Ponudit ćemo im da prebace novac u državne ove mešovite kompanije i u nove domaće banke. И мы тогда скажем српскому народу, чтобы этих 16 миллиардов перевели в эти новые компании, как новый НИС и новая энергетика, и в новые созданные банки. Finansirat ćemo poljoprivrednu proizvodnju i prerađivački sektor. Мы готовы как государство финансировать и агрикультуру, и вообще всю эту промышленность. Glavna strategija treba biti proizvodnja hrane organske, zdrave, kako za građane Srbije, tako i za izvoz. Наша цель произвести биоорганик, значит, полезную, здоровую еду и за Сербию, и за границу. Uvešćemo stroge kontrole uvoza hrane, jer najveće smeće sada se uvozi i jedu građani Srbije. Да, надо принять закон, которым запрещается импорт разной еды, которая абсолютно не полезная для граждан Сербии. Poljoprivredni kombinat Beograd vratit ćemo nazad po istom modelu, 51% država, 49% građani Srbije. Компания ПКБ, полjoprivredni комбинат Beograd, должен тоже возвращать назад, значит 51% в руках правительства, 49% в руках српского народа. Razvit ćemo Beogradsku berzu, ja sam osnivač Beogradske berze od 1989. godine i razvit ćemo Beogradsku berzu koja će za 5 godina biti najveća berza u jugoistočnoj Evropi. Я один из организаторов Белградской биржи в 1989 и надо опять возвращать эту Белградскую биржу. Она должна быть главная биржа в Юго-Восточной Европе. Tražit ćemo od Kineza da prestanu okupaciju kolonijalnu Srbije. Тогда надо искать, говорить с Китаем, чтобы перестали оккупировать, вести оккупационную политику в Сербии. Oni se ponašaju prema nama kao što su se Englezi u opijumskom ratu ponašali prema njima. Китайская политика сейчас в Сербии как англичанская политика в опиумской войне в 19 веке в самом Китае. Gledat ćemo 7,7 milijardi evra odmah da im vratimo. Надо сделать так, чтобы 7 миллиардов и 700 миллионов евро им сразу сделали возврат тот долга, который мы должны. Ali ćemo tražiti da se ispitaju sve afere vezane za korupciju na izgradnji puteva gde su učestvovali kineske kompanije. Но мы должны сразу посмотреть на всю коррупцию, которая была, в которой участвовали китайские компании в строительстве дорог в Сербии.
kako Kinezi praktikuju da streljaju svoje ministre i sve one koji su u korupciji, mi nećemo biti tako okrutni, ali dovoljno da im se uzme što su ukrali i dobiju doživotni zatvor. В Китае политика така разстреливат всех корупционеров, ми не будем так принимать такую политику, но должны им взять все эти деньги, которые они получили в этих коррупционных аферах. Napravit ćemo, Srbija je imala SDK. В Сербии Danas- существовала, да, такая служба СДК, то есть, za platni promet. да, но это была такая система, где они оплачивали. Всё, буквально. Napravit ćemo digitalni platni promet. Мы должны сделать дигитальную, буквально, возможность, чтобы digitально все оплачивали. Posebna institucija u okviru centralne banke. Значит, это как в центральной банке, но как особенная какая организация в центральной банке. Значит, будет цифровая. Koja će raditi 24 sata u 365 dana. И она должна работать 24 часа, 365 дней буквально. Daćemo liberalnu slobodu građanima da mogu da drže račune na svojim aplikacijama u dinarima, rubljama, dolarima, evrima, kojim god hoće i u zlatu. Мы дам свободу сербским гражданам Сербии, чтобы у них были на счету и динари, и рубли, и доллары, и евро, все, буквально все. Napravit ćemo free zonu financijsku od Kalemegdana do Slavije u centru Beograda za sve kompanije koje hoće da plasiraju svoj novac u finansijske transakcije u Srbiji. Мы готовы дать свободную зону экономическую с Калемегдана до Славии буквально всем компаниям, которые готовы инвестировать в Сербию. Uslov je da novac nije kriminalnog porekla. Самое важное, что бы деньги и тих компаний не было из какого криминала. I naplaćivat ćemo našu taksu, proviziju 1%. Za И svaku наша, transakciju. да, и наша, за любую транзакцию наша провизия будет только 1%. Ja garantujem da, pošto sam u bankarstvu 40 godina, da svaki dan u Srbiji 100 milijardi dolara može da dođe na free zonu. Я как человек, который занимается экономикой и банкирством 40 лет, я уверен, что каждый день 100 миллионов было бы через эту Milijardi, free zonu. milijardi, 100 milijardi. Ага, 100 миллиарди bilo bi через эту free zonu. Каждый день. 1% neka ostane državi, 1% пусть будет в руках государства. to je 1 milijarda. Это 1 миллиарда каждый день. Puta 30 dana, И еще на 30 можем множить, 30 дней. to je 30 milijardi. Это 30 миллиардов каждый месяц. Puta 12 meseci, Еще 12 месяцев. to je 360 milijardi. Это 360 миллиардов. A BDP Srbije je danas 50 milijardi. А ВВП сейчас в Сербии 50 миллиардов. To je ako razumete doba u kome živimo. Ну, если вы это понимаете, это доба, в которой мы должны жить. Ovo, ja javno pričam o ovome, ništa nije tajno. Я откровенно говорю об этом, абсолютно ничего секретного. Niko od političara ovo ništa ne razume. Никто из политиков абсолютно это ничего не понимает. Oni ne shvataju da na planeti ima 107.000 milijardi fiat valute. Они не понимают, что сейчас в мире 107 тысяч миллиардов фиат валюты, koja se obezvređuje inflacijom. которую буквально уничтожает инфляция. Ljudi imaju novac, ne znaju šta će s novcem. У людей деньги, но они не знают, что с ними делать. Mi ćemo taj novac u realnu ekonomiju uložiti. Мы эти деньги можем вложить в реальную экономику. To je znači poljoprivredna proizvodnja Это агрикультура sa prerađivačkim industrijskim sektorom с индустриальским, вообще с промышленным сектором. i ona može da donosi sa 4000 restorana i 4000 prodavnica srpskih po svetu. И они могут обслуживать 4000 ресторанов в мире, сербских ресторанов в мире. I 4000 prodavnica. И 4000 магазинов в мире сербских.
Na taj način mi možemo sa 4 milijarde Поэтому ми можем се тих 4 милијардов iz poljoprivrede из агри сектора da podignemo na 220 milijardi godišnje prihoda. Значи, с 4000 ми можеме из агри сектора подњат на 220 милијарди за год, буквално. I IT sektor Srbije И IT сектор српски donosi oko 5 milijardi danas. прибиль сейчас в тој момент е 5 милијарди. 5 милијарди. Mi ćemo ih osloboditi svih poreza, Ми освобождаем IT сектор всех налогов, daćemo im povoljne kredite sa kamatom 0, дајем им кредити с тој камату 0%. i smatramo da oni treba da donesu preko 30 milijardi evra Srbiji. Поэтому они должны на основе того 30 милиардов зарабатывать евро. То есть они прибыль будет 30 милиардов. Jer ćemo staviti male poreze. Потому что налоги будут маленькие. Moj predlog je 5% da budu porezi na takve usluge. Я предложил 5% на все такие услуги. I svi će legalizovati svoje poslove. Поэтому все могут легализовать тогда свой бизнес. Srbija ima 4,6 miliona hektara najbolje zemlje na poljoprivrede na svetu. В Сербии 4,6 миллионов гектаров самой хорошей земли, то черноземье в мире. I naš zadatak je da prehranimo zdravom hranom naše stanovništvo. И наша задача просто, чтобы прокормить наше население. I da izvozimo onu hranu koja je zdrava, organska u svetu. И эту биоорганик потом, значит, прокормить свое население и продавать за границу, конечно, биоорганик. Imamo u Vojvodini 980 km kanala Dunav-Tisa-Dunav. На севере Сербии, в Воеводине, 980 километров того канала Дунай-Сава-Дунай. Koji je zagušen, nije plovan. Njega ćemo očistiti i 606 km će biti plovno. Который сейчас он не работает, не функционирует, но мы должны его прочистить все, и 616 километров будет абсолютно плавно, значит, будет работать абсолютно. Napravio sam računicu, na tih 606 km 4 puta su manji troškovi prevoza vodom. Я рассчитал, что на этих 606 километров, которые мы прочистим, больше зарабатывать, значит, если все идет через этот канал. Srbija ima u Vojvodini 22.000 malih kanala. В Воеводине находится 22 тысячи маленьких этих каналов, koji se danas pretvorili u velike zagađivače i zemlje i ljudi. которые сейчас не функционируют, то есть они сейчас уничтожают и землю, и людей. I navodnjava se u Srbiji samo 1,2% poljoprivredne zemljišta. Да, значит, сейчас только 1% все это черноземье сейчас мы используем, то есть водой мы как это превести? Mi ćemo napraviti domaće brodove koji će sve to usisati. Imam potpuno završen projekat. Да, мы должны использовать свои корабли буквально, которые все это будут прочистить, расчистить буквально. I počet će veliko navodnjavanje. И начинаем затопление всего этого буквально, это черноземье. Tako da će se prinosi drastično povećati. Поэтому и тогда начинается, значит, в огромном проценте это растение, значит, будет расти везде в земле, на Сербии. I umjesto da se zadužujemo, И вместо того, что мы сейчас идем в долг буквально, mi ćemo sami da pravimo pare. мы сами будем делать все эти деньги, то есть мы сами будем производить все это. Na bazi interesa investitora koji nas neće ucenjivati. Значит, основой тут будут инвеститоры, которые нас не будут разными какими другими делами заглушать. Ja već pregovaram sa investitorima i to radimo sada u Africi.
Я сейчас в договорах с многими инвеститорами, например, сейчас я в Африке занимаюсь. Ja sam konsultant ljudi koji plasiraju novac u Afriku, Я консультирую людей, которые сейчас финансируют в Африке, ali po novom modelu. но по этому новому моделю. Ne zaduživanje da bi se dobila kamata, Не тут идти в долг, чтобы получили камату, pa to optereti budžet, потому что то влияет на бюджет, nego investiranje u proizvodnju i podela zarade. но прямая инвестиция в производство и потом разделяем прибыль. Ako država dobro posluje, onda investitor dobro posluje. Политика, если государство хорошо зарабатывает, тогда и инвеститор хорошо зарабатывает. A do sada je bilo u neoliberalnom konceptu, investitori sve izvade, a država bankrotira. А в неолиберальном концепте система такая, что инвеститор все получает, а государства нет ничего. Moji investitori su na to spremni, Мои инвеститоры готовы на это, jer im fiat novac i onako leži na računima i gube svakoga dana od inflacije. потому что их фиат деньги, они теряют каждый день. Поэтому они готовы вложить эти деньги в реальный бизнес. Zabranit ćemo bilo kakva dalja kopanja u Srbiji, rudarska. Да, мы законом запретим все дальше копать землю в Сербии. Zamolit ćemo Kineze da napuste Srbiju, Просьба китайцам тогда выйти из Сербии, jer to što oni rade, to je uništavanje i zemlje i građana, tako što vade zlato, srebro i sve ostale retke metale. потому что они сейчас копают золото, серебро и другие, конечно, металлы в Сербии и уничтожают и природу, и народ, вообще ту область, где они сейчас работают. Mi to nećemo dozvoliti. Мы это больше не позволяем. Predložit ćemo da uvodimo vize za naše građane kad idu u Kinu i za kineske građane kad dolaze u Srbiju, jer ovakav način naša povezivanja nije dobar za Srbiju. Наш предлог в том, чтобы ввести визу для наших граждан, которые едут в Китай, и для китайских граждан. Потому что система, которая сейчас существует между Китаем и Сербией, абсолютно неприемлема. Zahvaljujući mojoj analizi 2006. godine, RTB Bor nije prodat tajkunima. Благодаря моему анализу в 2006 году компания Бор не продали олигархам. Ja sam analizu branio pred 10.000 građana na ulici RTB Bora, objasnio sam im kakav je to potencijal. Я тогда защищал свой анализ перед 10 000 человек в городе Бор, что та компания, эти шахты борские, они не должны быть просто так продаты кому-то. Zato što su radeći sa 48 vodećih inženjera pod mojom komandom, Потому что я работал с 48 человек главных инженеров в мире. Они были под моей командой. mi smo izračunali Мы рассчитали, da tamo ima bakra za još 150 godina, что там есть металл бакра на 150 лет. ili 8.800.000 tona, или 8 миллионов меди, значит, 8 миллионов 800 тысяч тонн. da ima zlata za 348 tona Золото на 340 тонн i srebra na 2700 tona, и серебра на 2700 тонн. plus ostali retki metali. Плюс другие эти редкие металлы, которые есть сейчас в Боре, город Бор. Što se tiče turizma, Про туризм. Srbija je prošle godine na turizmu ostvarila jedva 2,5 milijarde evra. В прошлом году Сербия заработала на туризме 2 миллиарда 500 миллионов евро. Mi smatramo da Srbija može 50 milijardi evra samo na turizmu da uzima. Мы считаем, что Сербия только на туризме может зарабатывать 50 миллиардов. I to najviše na arheološkom turizmu drevne srpske istorije.
И то самое большое на том археологическом туризме древней срpske истории. Energetski sektor će biti dovoljan da zadovolji potrebe Srbije bez uvoza struje. Энергетический сектор, он довольно сама Сербия производит достаточно, что нам не надо импортировать за границу. Zdravstveni sistem će biti potpuno besplatan, zajedno sa stomatološkim uslugama. Здравоохранение, Zdravstvena zaštita. да, здравоохранение должно быть бесплатно, как и стоматологические услуги. Osnovna zdravstvena zaštita Да, основная здравоохранительная защита za svakog građanina Srbije. для каждого гражданина Сербии. Onaj ko bude tražio posebne uslove mora da plati. Тот, кто хочет какие особенные услуги, ну, он тогда будет оплачивать. Obrazovni sistem ćemo potpuno srušiti. Образовную систему, которую сейчас мы абсолютно уничтожим. Zato što je to Bolonja koja je uništila omladinu Srbije. Потому что болонская система абсолютно уничтожила молодых людей в Сербии. Izgradit ćemo novi obrazovni sistem Мы построим новую образовательную систему, od vrtića do doktorata. значит, с этого, Детisa, да, боже, я уже устал. Детского возраста? Да, детского возраста до аспирантов. sve će biti besplatno. Все будет бесплатно. Udžbenici će biti besplatno. Учебники будут бесплатны. Stipendije će biti za najbolje. Стипендии будут для самых лучших. Školovat ćemo najbolje na najboljim univerzitetima. Сами лучшие будут на самым лучшим университетом. Ali svi moraju da potpišu Но все должны подписать, kada doktoriraju ili završe fakultete da 10 godina ne smiju da izlaze iz Srbije. да, значит, все должны подписать документ, что в моменте, когда заканчивают университет или станут, например, докторами наук, 10 лет, следующих 10 лет не могут за границу идти работать. Ako hoće da idu, onda ćemo na menadžerskih da ih prodajemo na stranim tržištima za velike novac. Если они хотят уехать за границу, ну тогда мы как менеджеры будем их продавать за огромные деньги. Na taj način ćemo omogućiti da svako dete u Srbiji, bez obzira na socijalno poreklo, može da dostigne najviše doktorske visine. Сказал, что мы должны дать возможность всем детям буквально, независимо от социального статуса, дать возможность закончить университет, аспирантуру и так далее. Evo samo još jedno reći. Ovo je celovit program, politički i ekonomski. Это совокупная программа политическая, экономическая. Хорошо. Давайте. Вот я недавно смотрела интервью, которое вы давали каналу Helmcast, и также то, что вы рассказывали сейчас по поводу своей политической и экономической программы. Вы говорили о меритократии и прямой демократии. Когда вы описывали вот эту вот структуру власти, да, условно говоря, там 4 уровня, там уровень экспертов, уровень, условно говоря, архитекторов, которые будут решать проблемы на местах, уровень непосредственных работников и молодежный уровень, который должен получать образование. Вот в этой структуре как будет налажено взаимодействие между вот этим вот экспертным правительством и прямой демократией? Как этот баланс будет соблюдаться? Vi ste, ona vas je gledala nedavno na Helmcast intervju i vi ste govorili tada o toj meritokratiji, direktnoj demokratiji i o 4 nivoa, znači eksperti, kako je ona rekla, radnici i tako dalje. I ona pita kakva veza će da postoji između te direktne demokratije i ta 4 nivoa vlasti. U meritokratiji nema demokratije. В меритократии не существует демократии. Samo struka. Только эксперты. Ne možemo mi da razgovaramo sa hirurgom kako će vršiti operaciju. Tu nema demokratije. Мы не можем говорить с хирургом, как он там будет делать операцию. Тут не демократия вообще. Demokratija je za građanina da on ocenjuje da li je neka usluga države za njega dobra ili nije dobra.
Демократия в том смысле, что гражданин, значит, он должен оценивать, что какая-то услуга государственная хорошая или нехорошая. Олигархija predlaže, Олигархия građani предлагает, odlučuju. а граждане решают. Posljednju reč daju građani. Последнее слово говорят граждане. Мгм. Ako meritokratija da dobro rešenje, Если меритократия дает хорошее решение, a građani to neće, а граждане то не хотят, ostaje na građanima. ну тогда все остается на граждан. То есть они решают тогда последнее, Ali дают последнее слово. oni snose i odgovornost za pogrešnu odluku. Ну и ответственность тогда за ошибку на граждан. Мгм. Я еще хотела узнать у вас небольшую деталь по поводу вот экономической системы, которую вы планируете создать, и по поводу отраслей, которые будут развиваться. Вы упомянули сельское хозяйство как основной двигатель, собственно говоря, развития экономики, вы упомянули IT, и вы также сказали о, по сути, деурбанизации, о том, чтобы люди расселялись из городов обратно в малые населенные пункты, в деревни и так далее. Как в этой системе будет, да, и о том, что будет запрет на добычу полезных ископаемых. Как в этой системе будут развиваться другие отрасли промышленности, машиностроение, не знаю, там, металлообработка, вот эти все вещи, они будут существовать и как? Да, vi ste govorili o svom ekonomskom programu i govorili ste, na primjer, o tome da se ljudi vraćaju na sela, da se tamo znači, razvija zemljoradnja i poljoprivreda u cjelini. Međutim, pitanje su, na primjer, kako bi se razvijali, na primjer, metalogradnja, uopšte industrija, znači to je industrijski sektor. Tu se mora uključiti veštačka inteligencija. Тут надо включить ИИ. Ono što se danas radi u veštačkoj inteligenciji, a u Srbiji se uopšte ne prati, je geometrijskom progresijom se razvija. То, что сейчас происходит с этой ИИ, это вообще даже в Сербии не смотрят на это, абсолютно никто не обращает внимания. Amazon je otpustio već 80.000 ljudi. Amazon уже уволил 80 тысяч человек, Otpustit će 300.000 ljudi. а должен уволить еще совокупно 300 тысяч. Veštačka inteligencija je dobra ako bude u humanom razvoju čoveka. ИИ очень хорошая, очень полезная, конечно, если используется на добро человечества. Ako satanistu budu upravljani njome, Если сатанисты будут контролировать ИИ, oni će reći nama ne treba više od milijardu ljudi, zlatna milijarda, a ostale treba pobiti. они тогда могут сказать, что нам не нужны больше миллиарда человек, и всех других надо убить. I oni na tome već rade i otvoreno govore. И они уже работают на этом, и даже не только говорят, а и делают. Zato nam je potrebna duhovna obnova o kojoj sam govorio. Потому нам нужно возвращаться, духовность, это возвращение к духовности, это, о котором я говорил. Mora da se vratimo vinčarskoj zajednici. Мы должны возвращаться на этом обществе, винчерской культуре, винчерское общество. Jer sutra ćemo to, već danas imamo robotizaciju u autoindustriji. У нас, например, уже существуют роботы в автопроме, например, где все роботы делают. I tamo gde je nekad bilo 100.000 ljudi, danas ne treba više od 500 ljudi. И там, где, например, в автопроме раньше работало 100 тысяч, сейчас больше 500 человек не нужно. Drugo, ovo su zvanični podaci. Еще сейчас он скажет официальные данные Za čitavu planetu. за всю планету. Da vidite u kom problemu se mi nalazimo. Просто посмотреть, в каком мы проблеме, все мы находимся. Planeta. Ponavljam da je Milutin Milanković, naš najveći astrolog i naučnik srpski, Я говорю, что, например, Милутин Миланкович, наш самый известный ученый, астроном и ученый, koji ima svoju planetu, у которого есть свой планет, napisao još pre 100 godina написал еще 100 лет назад, da razvoj sunčevog sistema je u 11 stepenika.
Što развитие солнечной системи в 11 разnih stupnji, znači 5 uzdizanje, 5 tih, которые возвеждаются, то есть идут наверх, jedna gde se odmara sunce один шаг, где солнце отдыхает, i 5 gde ide ka gašenju sunca. и 5 tih stupnей, которые идут к окончанию солнца. Od 11 stepenika Из 11 tih stupnей mi smo na 9. mi na 9. Ostalo nam je još 2 stepenika Еще осталось 2 ta šaga, 2 ступеньки. koji mogu trajati nekoliko stotina miliona godina. И они могут еще существовать несколько сотен миллионов лет. 1980. iskopano je mineralnih sirovina na planeti 50 milijardi tona. В 1980 на всей планете нашей все 35 milijardi tona, izvinjam se, 35 milijardi tona. и тогда в 1980 на всей нашей планете ископали 35 миллиардов тонн всего сырья. Serija. 2000. godine iskopano je 50 milijardi tona. В 2000 году все сырье, значит, на планете они ископали на 50 миллиардов тонн. 2020. В 2020 iskopano je 100 milijardi tona. уже на 100 миллиардов тонн. A 2035. biće iskopano 200 milijardi tona. А в 2035 будет ископано на 200 миллиардов тонн. Ali problem je što tih sirovina nema. Ну, проблема в том, что это сырье нету. Za takvu potrošnju od 200 milijardi tona treba nam 4 planete. За то, что 200 миллиардов тонн ископали, ну, значит, нам нужны 4 планеты буквально. Потому что очень много Znači, тратим. kapitalizam u svom potrošačkoj pohlepi sve guta. Это значит, что капитализм в своей фундаментальности все глотает. I on mora da propadne. И он должен быть уничтожен. Jer nema šta da, nema kao vampir koji sisa krv. Потому Neće что, он imati как, više žrtava. да, потому что он как вампир, который сосает эту кровь. У него не будет больше жертв. Znači, ono što može sačuvati planetu je 50 milijardi tona. То, что может сохранить планету, это этих 50 миллиардов тонн. Mi smo to već prešli. А мы тоже перешли давно. Znači, ako to znamo, Ну, если мы то знаем, onda čovjek mora da svoje potrebe smanjuje u zavisnosti od ovih podataka. ну, если то мы все знаем, все эти данные, тогда значит, что каждый человек должен уменьшать эту какую свою, чтобы защищал свою планету, свою природу. Ja znam da ovo građani ne vole da čuju, Я понимаю, что граждане не любят это услышать, ali moj zadatak moralni i stručan je da to kažem. но мое задание, как эксперта, сказать, I dolazi do drastičnog pada životnog standarda građana. и поэтому приходится, что очень так резко, радикально падает стандарт граждан. Jer je narastao standard naročito od 1970. godine na osnovu falsifikovanja štampanja dolara bez pokrića. С 1980 года резко увеличился стандарт человека на основе того ложного печатания долларов, абсолютно без основы, без фундамента. Ako dolazi do promene svesti građana i shvataju da smo svi u opasnosti, Если граждане понимают и меняется эта связь, они понимают, что мы все в опасности. i ako i mi kao misleći ljudi to predodredimo i kažemo šta će se desiti, И если мы, как умные люди, им то говорим и говорим, что случится, onda će oni naći svoj interes da slede drugu strategiju.
Ну, а тогда все граждане тогда могут найти другой интерес, ну, как другую стратегию просто. Njihov ekonomski i lični interes će biti da idu tamo gdje će im biti bolje. Их экономический, вообще личный интерес тогда идти там, где им лучше, A bit će im bolje u prirodi, а им будет лучше в природе, na selu. в деревне. Ta laž neoliberala Это ложь неолибералов, da je zemlja prenaseljena, что Земля, то есть планета, больше Перенаселена. перенаселение, да, to je manipulacija. это абсолютно манипуляция. Da bi jedna četvoročlana porodica opstala, da bi Da. opstala, ne da bude robni proizvođač, da bi opstala. Да, чтобы одна семья из 4 членов в этой семьи просто пережила, не просто была раб, но просто пережила. Treba 11 ari Нужно 11 ар, plodne zemlje. хорошей земли, черноземья. To znači da čitava planeta, da svi ljudi, 8 milijardi ljudi mogu da stanu na Australiju. Это значит, что все люди в этом мире могут стать только в Австралии, например. Ну, A oni жить. pričaju da je planeta prenaseljena. А они говорят, что планета перенаселена. U Srbiji ima 4800 sela. В Сербии существует 4800 деревень. 1200 sela se gasi. 1200 деревень уже потихоньку умирают. 200.000 praznih kuća. 200 тысяч пустых домов. Pa samo 4 osobe u svakoj kući, evo već milion ljudi možda se vrati u Srbiju. Ну, это значит, что из этих 200 тысяч пустых домов, это значит, миллион человек уже сербов может возвращаться назад в Сербию. I zato je Srbija uspela da pobedi u svim tim ratovima, jer je taj seljak bio vezan za zemlju. И поэтому Сербия побеждала в этих войнах, потому что человек был связан, значит, в древней за ту землю. I nije išao u shopping mall, Он не гулял по шопинг-молу. jer shopping mall je crkva za zombirane. Потому что тот шопинг-мол, эти магазины, они как церковь для этих зомби. I kada ne ode u shopping mall, on ne može da opstane. Ну, если он не идет в этот шопинг, он тогда не может жить. Ovde je promjena filozofije. И тут меняется философия. I sve one komercijalne standarde koji su potpuno nepotrebni čoveku. И все эти коммерциальные какие стандарты, которые абсолютно не нужны человечеству, Biće odbačeni. они будут брошены. Jer cilj kapitalizma 1929. su ukapirali gde je Marks, šta im je Marks rekao. Цель капитализма в 1929 они поняли, что им Маркс говорил. Da je problem potrošnja dva odeljka. Проблема в том, что сколько можно тратить, то есть там два сектора. Prvi odeljak, proizvodnja. Ako ne bude imao potrošnju, će se zaglaviti, stati. Mora da ima potrošnju. Да, значит, первый это производство, то есть если не тратишь, тогда нету ни производства. I oni su to ukapirali. И они то поняли. I tako su počeli hollywoodski filmovi. И так начали голливудские фильмы. Propaganda potrošnje. Пропаганда, значит, тратить, надо тратить. I danas je to dobilo nenormalne oblike. И это уже имеет форму ненормальную, абсолютно. Jedan građanin ima po 10 cipela. Один гражданин, например, сейчас у одного гражданина 10 обуви. A 3 nosi, a 7 nikad nije ni ne sjeća se uopšte kad je obuku. 3 надевает, а 7 даже никогда не одевает. Ili mora da ode u shopping mall da bi nešto kupio, da bi se smirio. Или ему надо идти в шопинг, мол, в магазин, просто потратить деньги, купить что-то. Так, I sada je ogroman naš posao
da to promenimo. I to je težak posao. И сейчас у нас это огромная работа поменять психологию, поменять свест, значи to огромная работа. Ali će ekonomija učiniti svoje jer će u gradovima se neće moći opstati. Но экономика сделает свое, потому что в городах будет тяжело жить, просто тяжело прежить все это. Recimo, od korone, evo podatak za vas ekskluzivno. Эксклюзивни для вас данije с этого вируса короне. Preko 5000 Srba, slušajući moje predavanje, je vratilo se iz Amerike, Novog Zelanda, Australije, Evrope u Srbiju. Больше 5000 сербов из Америки, Австралии, Европы, Новой Зеландии возвратилось в Сербию. I donelo je milijardu evra. И принесло миллиарду евро. 95% otišlo na sela. 95% ушли в деревню. To je moj mali doprinos. И это мой огромный плюс. Znači, to je sada jedan proces. To один процесс. Ako imamo nacionalnu elitu koja ovo razume, ona će to Yes. ubrzati. Да, если у нас будет эта национальная элита, которая то понимает, она это ускорит, этот процесс. U Srbiji nema te nacionalne elite koja to razume. В Сербии нету такой национальной элиты, которая то понимает. I to je sad naša dodatna borba. И сейчас это наша дополнительная борьба. Jer IT stručnjak, Потому что, например, IT-эксперт, on je napustio Beograd, он ушел из Белграда, otišao na 100 km od Beograda, например, ушел где-то 100 километров от Белграда, napravio je kuću od 250 kvadrata, ну, построил дом, например, там 250 квадратов, ima 20 ari voćnjaka, у него там, например, 20 арий под фруктов, деревьев, ima bazen у него бассейн, i našao je svoj mir, deca mu odrastaju u prirodnim uslovima jedući zdravu hranu. и у него свой мир, например, дети, они в природе едят полезную пищу, фрукты, все полезно. Hranu kupuje od seljaka koji sad ne moraju da idu na pijacu, nego njemu dostavljaju. I jedni i drugi imaju interes. Он тогда, например, может покупать у этих людей из деревни еще какие другие продукты. Они тогда не идут на рынок, где-то в город, потому что они уже тут продают, поэтому всех полезно. U dobro organizovanoj državi to je moguće. В очень хорошем государстве это все возможно. I mi taj ekonomski program imamo. И у нас есть такая экономическая программа. Вопроси?